Спасибо. Вопрос к Рустему. Рустем, ну вот ваша семья пострадала, скорее всего, из-за того, что она связана и с Украиной, и с Крымом. А как чувствуют себя в Херсонской области те ваши соотечественники, которые туда переехали и намеревались открыть свой бизнес? Но как они на сегодняшний день себя могут там чувствовать? Произошла полная узурпация структурой Меджлиса Херсонской области и Генического района. В первую очередь от этого пострадали крымские татары. Если вы заметили, мы зимой публиковали именно восстание перевозчиков из числа крымских татар именно в Геническом районе, где их через полпредство, так называемое, крымское, которое создано в Херсонской области, пытались опять же получать дань с перевозчиков. И что мы видим? Да, люди вышли, обратились, они обращались также на имя президента, так называемого, Петра Порошенко, но реакции ноль. Да, то есть дальше продолжается. Мы знаем, что людей заставляли и на блокаду платить, ту, которую в свое время Ислямов и Меджлис создавали. Да, заставляли людей дежурить. На самом деле ситуация плачевная. Если мы с вами понимаем, что к нам каждый день идут обращения именно от крымских татар, живущих на Украине, да, где они нас просят повлиять как-то на ситуацию, сложившуюся сегодня, в первую очередь, в Геническом районе. Люди запуганы, понятное дело, там на сегодняшний день много там группировок разного формирования, те, которые вооружены. Я вам скажу так, что 99,9% крымские татары не поддерживают на Украине ту риторику, которую анонсирует Меджлис. Это полная ложь. Мы же с вами наблюдаем и видим, да, что есть некая группа лиц. Это Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров, там, Чайгос, Ильми Умеров. Все. Вся грядка, которая на сегодняшний день пытается представить, что они представляют весь крымско-татарский народ. Но это же чушь полная. Да? Также они хотели на себя обратить внимание очень сильно во время президентских выборов, которые у нас прошли с вами успешно. И мы дали результат. Порядка 40% крымских татар пошли и проголосовали. Они участвовали в выборах президента. И я вам скажу, это больше на 15%, чем бытность Меджлиса при Украине. То есть народ стал гораздо активнее и раскрепощен в своем выборе. Да? То есть реально на сегодняшний день крымские татары понимают, что вот это какое-то давление, при котором мы жили 25 лет, оно закончилось. Да? Ну а что касается, к большому сожалению, международных институтов и всех этих площадок, мы видим, к большому сожалению, еще раз повторюсь, это, наверное, двойные стандарты, те, которые на сегодняшний день применяются. Да? Мы возьмем с вами, мы в свое время, в 2016 году, в ООН отправляли обращение, где оно было подготовлено нашими экспертами на 27 листах, как в украинскую бытность при Украине обращалось украинское государство к крымским татарам. Да, взяли эти документы в обращение, нас поблагодарили. Мы знаем, что МИД брал тоже в обращение, наш российский МИД, эти документы, и они им помогли в некоторой степени. Да. Также мы обращались в ЮНЕСКО, были там также в электронном виде, у нас идет с ними работа и переписка, но этого мало, понимаете. Мы на сегодняшний день, живя у себя в Крыму, в нашем государстве, в информационном поле, лично мое мнение, мы проигрываем. Мы больше должны уделять этому внимание, мы должны как можно шире освещать это во всех СМИ, во всех средствах массовой информации, на самом деле, какое положение на сегодняшний день у крымских татар, живущих в Крыму. А положение у нас одно, да, то есть, еще раз повторюсь, народ стал более раскрепощен, он понимает, что его голос нужен, он востребован, люди работают, занимаются бизнесом, строятся школы, строится соборная мечеть, реставрируется, опять же, спекуляция по Ханскому дворцу. Но его же 25 лет в украинскую бытность никто не реставрировал, когда там стены, извините за выражение, гнили, потолки текли. Все устраивало, понимаете? Некоторая группа из Меджлиса, которая в свое время узурпировала Бахчисарайский район, они понимали, что это их частная лавка. Там экскурсии, сувениры и так далее. Да? То есть тупо и шел заработок денег. А то, что это историческое наследие пропадает, оно никого не интересовало. На сегодняшний день, пожалуйста, реставрируют, заботятся об архитектурных памятниках во всем Крыму, вне зависимости от этноса, от национальности и так далее. И, конечно,
что сказано вот, до этого нашим председателем, к большому сожалению, на Украине на сегодняшний день произвол, то есть в правовом поле государства оно просто не существует. Это касается всех народов, все народы там жалуются, и русские, и украинцы, и евреи, и армяне, без разницы кто. Да, то есть там сегодня выжить очень сложно. Ну вот как-то такая ситуация, и понятное дело, мы на сегодняшний день хотим, почему председатель на примере нашей семьи приводит пример, да, то есть это реально живой пример, касающийся нашей семьи, да, вот. Только из-за политических взглядов, которые не согласны на сегодняшний день, да, с группой товарищей из Меджлиса, преследуются те иные лица семьями, вплоть на уничтожение. То есть, ну, и вот такой беспредел на сегодняшний день он существует.